Здравствуйте! В эфире новости Татарстана, в студии Даяна Саитова. И по традиции начинаем с истории ТССР. Итак, 3 июня 1944 года татарстанцам Михаилу Просвирину, Самату Садриеву и Газинуру Гафиатуллину было присвоено звание Герой Советского Союза за доблесть, проявленную в боях. Газинур Гафиатуллин повторил подвиг Александра Матросова. 3 июня 2004 года в Казани появилась памятная доска в честь основоположника казанской психиатрии Александра Фрезы. Ее установили на здании Республиканской психиатрической больницы, которую он основал. Бытует версия, что по иронии судьбы погиб он от рук своего же пациента. Это события прошлого, сейчас о главном на сегодня. Подрядчик определен, территория уже готовится. Разрешение на строительство, да, получено. Ее выдал Зеленодольский муниципальный район. В целом по графику проекта подготовительный период в полном объеме идет порядка 3 месяцев. Я думаю, что основной этап – это июль. Когда начнется строительство завода по термическому обезвреживанию отходов? И что об этом проекте думают сами зарубежные эксперты? Об этом Зарина Ахметова. Вопрос в исторической ценности. Сохранить облик здания, объем и материал. Нам тоже они не нужны, эти дополнительные обременения. Как в Казани судится за статус дома, построенного в начале прошлого века, расскажет Салават Мухаммадулян. Органы опеки нуждаются в реформировании. В последнее время все чаще случаются трагедии. Какие жалобы граждан вызывают беспокойство специалистов, узнавала Юлия Муратова. На сцену приглашаются зрители. В этом проекте я бы хотел выступить, наверное, как врач. В Казани стартовала театральная лаборатория для горожан. Как непрофессионалы создают инновационный спектакль, за кулисы заглянула Наталья Мезина. Разрешение получено, подрядчик есть, пора строить. Завод по термическому обезвреживанию отходов в Зеленодольском районе начнут возводить в июле. Чтобы начать, ждали оценки международных экспертов. Рустам Минниханов давал такое поручение. Сегодня на пресс-конференции немецкие специалисты пояснили свои выводы о проекте. Подробнее Зарина Ахметова. Вот оно то место, где через 2 года должен появиться завод по термическому обезвреживанию отходов. Сейчас там ведется подготовка территории, а уже в июле планируют приступить к строительству. Подрядчика тоже нашли. Это компания «Татнефтепроводстрой». И как рассказали сегодня журналистам, у организации уже есть солидный опыт в промышленном строительстве. Подъехать ближе нам не удалось. На территорию застройки охрана никого не пускает. Но даже издалека видно, что на месте работает техника. Уже есть подъездная дорога. Разрешение на строительство, да, получено. Ее выдал Зеленодольский муниципальный район. В целом по графику проекта подготовительный период в полном объеме идет порядка 3 месяцев. Я думаю, что основной этап – это июль. Выбросы от завода будут составлять всего несколько процентов от средних допустимых значений, говорят эксперты Германии. За показателями будут следить как надзорные органы, так и компания-инвестор АГК-2. Чтобы опасные выбросы не попали в атмосферу, на заводе предусмотрена система газоочистки, фильтры которой будут проверять раз в полгода. Население должно понимать, что эта установка соответствует всем требованиям по охране окружающей среды и по выбросам. Она практически не оказывает влияния на атмосферу. С начала 2000-х в Германии запрещено складировать мусор на свалках, рассказывают эксперты. Они влекут за собой больше затрат и больше последствий. Мусор должен сжигаться, утверждают специалисты. Для этого татарстанским проектом все предусмотрено. Этот завод мог бы быть построен в Германии. У меня было много проектов, и многие из них содержали аналогичные установки по всем параметрам. Свалки выбрасывают диоксинов в 10 тысяч раз больше, чем современный завод по термической обработке отходов. Токсичной производной от завода будет зола. Она составит не более 3% от входящей массы отходов. Ее планируют обезвреживать и направлять в производственный цикл. На начальном этапе работы завода вторсырье будет составлять 5-7%. Остальное будет сжигаться. Если даже попадают какие-то вредные токсичные вещества, система управления, мониторинга и контроля отслеживает попадание таких элементов и сигнализирует об этом. Даже если попадет какая-то батарейка, либо какой-то иной незначительной концентрации опасный отход, то система газоочистки сработает, как я уже сказала недавно, в таком режиме, что опасных выбросов на выходе из трубы не будет.
По проекту на завод ежедневно будет завозиться 1500 тонн мусора. Для того, чтобы не мешать движению машин, рекоператоры планируют использовать автопоезда. В целом строительство завода обойдется в 25 миллиардов рублей. Зарина Ахметова, Ренат Сафин, ТНВ, Казань, Зеленодольский район. Как улучшить жилищные условия граждан? Как повысить доступность жилья? Эти и другие вопросы сегодня обсуждали в Москве на заседании рабочей группы Госсовета России по строительству ЖКХ и городской среде. Группу возглавляет Рустам Минниханов. Говорили о конкретных мерах по поддержке строительной отрасли страны. Это и меры, принятые президентом России. Среди них льготная ипотека и увеличенный фонд защиты дольщиков, а также меры, разработанные самой рабочей группой. Дополнительной мерой поддержки строительства многоквартирного инвестиционного жилья хотел бы предложить субсидирование банковских ставок по проектам застройщиков низкой рентабельности. Минстроем России анонсирована разработка такой меры. Историческое здание или двухэтажная постройка. В арбитражном суде республики идет процесс по законности статуса дома по Калинина, 13 в Казани. Он построен на рубеже 19-20 веков. Признан исторически ценным градоформирующим объектом, что накладывает на владельцев ряд ограничений. Они просят исключить дом из этого списка. В неоднозначном деле разбирался Салават Мухаммадуллин. Этому зданию больше 100 лет. Оно построено в начале прошлого века. При этом конструкция, элементы фасада, стилистические орнаменты – все сохранилось чуть ли не в первозданном виде. Дом находится в списке исторически ценных градоформирующих объектов Казани. Но владельцы в этом сомневаются. Сейчас видоизменения облика здания и его снос строго запрещены. Особый статус налагает на хозяев определенные обременения и обязанности. Когда вносили их в объекты культурного наследия, очень многие объекты туда просто комом заносились, кучей, грубо говоря. Я так понимаю, вообще сейчас идет о том, что мы хотим что-то снести. Нет, вы нас не за тех принимаете, я вам так скажу сразу. Даже диалога нет о том, чтобы, и даже мысли нет о том, чтобы там что-то снести. Но на законность мы все равно это дело проверим. Нам тоже они не нужны, эти дополнительные обременения. Так дело оказалось в арбитражном суде республики. Сегодня прошло уже 3-е заседание. Правда, истец на него не пришел. В ответчиках Комитет по охране объектов культурного наследия и Министерство культуры. Суд считает необходимым выяснить интерес заявителя, продолжение рассмотрения дела, вызвать его в судебное заседание. Суд выносит определение об отложении судебного разбирательства на 25 июня. В профильном комитете исторический статус сомнению не подвергают. Безусловно, позиция комитета, она принципиальная. Этот дом вошел в список историко-градоформирующих объектов. Работа по определению предмета охраны исторического поселения была проведена в течение нескольких лет. А потому оснований для лишения здания особым статусом нет, отмечают в комитете. В любом случае, история еще не завершена, и мы будем за ней следить. Салават Мухаммадуллин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Разрешения на строительство высотки на пустыре по улице Хади Атласи нет. Об этом нам сообщили в исполкоме столицы. Напомним, в нашу редакцию обратились жители дома номер 53 на Чехова, возле которого вырубили деревья и планируют построить 9-этажку. Казанцы уверены, дом будут возводить без соблюдения норм Санпина. Кроме того, стройплощадка расположена в историческом центре Казани и могут пострадать охраняемые объекты. Застройщик же заявляет, что все работы в рамках закона. Как сообщили в мэрии, эскиз объекта согласован в 2014 году на заседании межведомственной комиссии. Однако теперь необходимо пересмотреть документы, так как за это время могли измениться нормативы. На сегодня эскизное предложение строительства жилого дома по улице Хади Атласи в управление повторно не поступало. Разрешение на строительство не выдано. В стране выросло число жалоб на работу органов опеки, и их могут начать реформировать. О необходимости изменений уполномоченная по правам ребенка в России Анна Кузнецова накануне сообщила Владимиру Путину. Комитет по соцполитике Госсовета Республики сегодня обсуждал вопросы опеки. Как ситуация обстоит в Татарстане и что уже изменили, мы спросили депутатов и экспертов. Предлагаю установить также
Зачастую от своевременных решений зависит многое. Нередко жизнь и здоровье детей. Эффективность работы органов опеки и проект республиканского закона об органах попечительства сегодня обсудили в Комитете по соцполитике. У нас в республике работает комиссия по делам несовершеннолетних. Мы на своем комитете ежегодно почти рассматриваем вопросы, связанные с опекой или попечительством. А в планах на федеральном уровне не только решать текущие вопросы, но и полностью реформировать систему органов опеки. Инициативу Владимиру Путину предложила уполномоченная по правам человека Анна Кузнецова. По ее словам, количество жалоб на органы опеки растет. На 23% выросло число обращений с жалобами на работу этих структур. Наши проверки, мониторинг, который мы провели в регионах, подтверждает системные сбои в работе этой структуры. Со своей стороны, Владимир Владимирович, мы предлагаем не ограничиваться точечными мерами или некоторыми мерами фрагментарного характера, а мы предлагаем реформирование системы органов опеки и попечительства. Мы с вами чуть попозже это обсудим. Я вас попрошу это все оформить соответствующим образом. Актуальной, по мнению экспертов, остается проблема насилия в семье над детьми, как своими, так и приемными. Вопиющий случай произошел в Татарстане летом 2018 года. В Алексеевском районе убили приемного ребенка. Много вопросов тогда возникло к органам опеки. В том же году в республике увеличили штат специалистов органов опеки и усилили контроль. В последнее время все чаще случаются трагедии. И маленькие дети подвергаются и насилию, в том числе большая угроза жизни есть этих детей. Все чаще это происходит при попустительству органов опеки, которые просто-напросто или замалчивают, или не обращают на это внимания. И здесь нужен не только усиленный контроль, говорят эксперты, но и профилактика в семье. В целом, по словам уполномоченной по правам ребенка Татарстана, ситуация в республике стабильнее, чем по стране. При этом деятельность органов опеки всегда находится в зоне нашего внимания. И это не только те проверки, которые мы проводим по обращениям и жалобам граждан, но это и те проверки, которые мы на системной постоянной основе проводим, выезжая в муниципальные наши образования. В Татарстане большую часть вопросов к уполномоченному составляют темы жилья и социальной поддержки. Юлия Муратова, Игорь Романов, ТНВ, Казань. С нового учебного года Татарстан готов обеспечить младшеклассников горячим питанием. Об этом сегодня заявили в Казанском Кремле. Напомним, бесплатно кормить их поручил Владимир Путин в ходе своего ежегодного послания. Татарстан в числе 18 регионов страны обеспечил свои учреждения практически всем необходимым. Недостающее оборудование докупит к новому учебному году. На сегодняшний день мы говорим, что с технической точки зрения у нас большой задел в этой части, он уже есть. Там всех вопросов, которых необходимо требуется до закупки какого-то оборудования, инвентаря. Эта работа президентом поставлена была задача подготовить соответствующие запросы. За счет кого ГЖФ намерен расширить детдомовские очереди? Читайте в интернет-газете «Реальное время». Мошенники начали продавать поддельные путевки в Камский Артек в Нижнекамске. За них в интернете просят 22 тысячи рублей. Об этом сообщила руководитель управления по делам молодежи Нижнекамского района. Она уточнила, официально путевки не поступили в продажу. Их можно будет купить только через МФЦ, предъявив полный пакет документов. Основными потребителями услуг Камского Артека станут дети бюджетников. За 3 месяца заработать миллион. Для начинающего бугульминского фермера это стало возможным благодаря гранту «Агростартап». Елена Леорек выиграла 3 миллиона рублей, купила оборудование и стала снабжать бройлерами весь Юго-Восток. Как агропроект изменил жизнь многодетной мамы, Филиза Хамидуллина. По мере поедания птицей корма он автоматически поступает в кормушки. Это автоматизированная система кормления. Из бункера корма и воды поступают ровно столько, сколько нужно птицам. Сухо, чисто, экономично и меньше стресса для молотника, говорит фермер. Это, во-первых, на рабочей силе сказывается. У нас вполне справляется одна птичница с этим. Закупили это оборудование благодаря проекту «Агростартап». На 30 тысяч голов Минсельхоз выделил 3 миллиона рублей. Но для этого надо вложить еще 10% своих средств, создать не менее 2 рабочих мест и написать бизнес-план на 5 лет. Условия гранта просты, а выгода большая. Сейчас это хозяйство самое крупное на Юго-Востоке. Закупают 10 тысяч суточных цыплят, через месяц подросших продают. В районе 6 тысяч. Мы продали за 2 дня, еще нам 2 недели названивали. Чтобы начать бизнес с нуля, купили заброшенную ферму, своими силами сделали ремонт. Ферму топят дровами, так экономнее и комфортнее для птиц. Фермер говорит, нет опасности отравиться угарным газом, ведь закупили специальный котел. Специальное освещение, микровентиляция, дезинфекция, у пернатых особый режим. Выключается свет ночью еще.
С 9 до 12 они отдыхают у нас. Вот. За это время они набирают как бы вес. Елена Лиарек, многодетная мама, всю жизнь продавала одежду. Теперь цыплят. Благодаря гранту в корне изменила свою жизнь. Говорит, за 3 месяца выполнила план. Продала 23 тысячи голов молотняка. Для меня это новое что-то. Новое страшно начинать, но пробовать стоит. Мы попробовали, у нас получилось. Будем работать дальше. В планах отремонтировать еще одну ферму, увеличить поголовье вдвое и создать забойный цех, чтобы снабжать всю республику не только бройлерами, но и мясом. Филюза Хамидуллина, Эрик Хабибуллин, ТНВ, Бугульминский район. Нижнекамск нефтехим сегодня подарил новую технику первому отряду Федеральной противопожарной службы. Уникальная и дорогостоящая техника справится как с тушением пожаров, так и со спасением людей в самых экстремальных условиях. Они спасут не только от огня, но и дыма, и даже обрушений. Эти современные пожарные машины предназначены в том числе и для экстремальных условий. Например, машина связи видит обрушение и пострадавших на все 360 градусов. И днем, и ночью, и в зной, и в стужу. Автомобиль связи, то есть она очень многоканальная. И здесь и радиосвязь, и телефон, и все. Постараемся оправдать доверие. Нижнекамск нефтехим не в первый раз помогает пожарным с техникой. Если в прошлом году это была самая высокая в республике автолестница, в этом машины для поиска людей и аварийно-спасательных работ. Огромные слова благодарности первому отряду за ту надежность, которую они нам обеспечивают. С этого дня отряд будет стоять на страже во главе с новым начальником. Им стал выходец Нижнекамск нефтехима. Проработал 3 года на нефтехиме по пожарной безопасности, поэтому теперь я уже знаю эту работу как изнутри, так и снаружи. С новой техникой и обновленной командой отряд продолжает нести службу. В поле их ведения важнейшие объекты промышленной зоны. Рамиль Шайдуллин, ТНВ, Нижнекамск. Это новости Татарстана, и смотрите далее. Вчера студенты, завтра профессионалы. Когда сдаешь и сидят эксперты на тебя смотрят, все равно элементы волнения присутствуют. Как в Татарстане сдают демонстрационные экзамены. Сегодня за школьной партой побывал и Сергей Хайдаров. На сцену приглашаются зрители. В этом проекте я бы хотел выступить, наверное, как врач. В Казани стартовала театральная лаборатория для горожан. Как непрофессионалы создают инновационный спектакль, за кулисы заглянула Наталья Мезина. «Единая Россия» сегодня назвала своих кандидатов на предстоящие выборы президента республики. Региональный политсовет определил 2 кандидатов на участие в предварительном голосовании. Это Рустам Минниханов и министр транспорта Ленар Сафин. Как сообщил Фарид Мухаммедшин, эти кандидатуры будут рассмотрены на региональной партийной конференции 27 июня. Мы будем агитировать за своих кандидатур, которые показали большую работоспособность. И я должен вам напомнить, что кандидатура Рустама Нургалиевича Минниханова была активно поддержана президентом Российской Федерации и высоко оценена. Выборы президента республики пройдут 13 сентября, а 1 июля предстоит голосование по поправкам в Конституцию. Сегодня на заседании Комитета Госсовета по госстроительству говорили о нюансах волеизъявления в нынешних условиях. По назначению выборов президента Республики Татарстан. Уже скоро для татарстанцев начнется насыщенный политический сезон. Сегодня его детали обсудили на Комитете Госсовета. С 25 июня по 1 июля по всей России пройдет голосование за изменения в Конституции. А 13 сентября – единый день голосования. Жители республики будут выбирать президента Татарстана и депутатов в местные советы, а также пройдут доп. Выборы в Госсовет и Госдуму. 11 июля текущего года заседания Государственного Совета этот вопрос будет внесен на рассмотрение депутатов. И тем самым мы даем старт избирательной кампании президента нашей республики. Формат голосования по Конституции будет беспрецедентным. На всех избирательных участках голосующие должны придерживаться маршрута, чтобы избежать контактов с другими. На входе проверка температуры и получение средств защиты. Всех сотрудников избирательных комиссий проверят на вирус. Есть предположение, что оптимально для того, чтобы сохранить максимально безопасный режим на участковой комиссии, это 8-12 человек в час пропускная способность. Если у нас будет такой момент, что придет больше, то мы, безусловно, сейчас это тоже прорабатываем. А татарстанцы в возрасте или с хроническими заболеваниями могут проголосовать дома. Проголосовать безопасно можно будет и на свежем воздухе, прямо на придомовой территории. Это коснется тех дворов, где либо есть навесы, либо место для их установления. Однако массового опыта такое голосование не получит из-за риска неблагоприятной погоды.
А вот голосовать дистанционно татарстанцы пока не смогут. По мнению ЦИК, республика будет готова к этому только после успешных экспериментов в Москве и Подмосковье. Юлия Муратова, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Какова ситуация с коронавирусом, который внес столько изменений в нашу жизнь? Сегодня 54 новых случая, все они контактные. 30 человек госпитализированы, остальные получают лечение на дому. Итого на сегодня в Татарстане 3351 случай заражения. Пандемия коронавируса и самоизоляция поспособствовали тому, что люди стали больше заниматься спортом, вести здоровый образ жизни и лучше следить за своим питанием. Такими наблюдениями сегодня поделились участники экспертного клуба «Волга». По традиции встреча с участием федеральных специалистов прошла в режиме онлайн. Какие позитивные тенденции федералы обнаружили в Татарстане, узнал Дмитрий Аринин. Я поделюсь, я себе купил штангу. Вот. Мы с вами спортсмены, да? Алексей, во время самоизоляции в интернет-магазинах в 6 раз подскочили продажи товаров для занятий спортом дома, а с завершением режима начался бум на покупку велосипедов. Почему молодежь в Татарстане покупает товары спортивного назначения? Потому что они верят, они чувствуют, что о них заботятся, потому что с ними разговаривают. Вопрос среды в том числе, безусловно. Да. Я думаю, что вот это, на самом деле, исходя из социальной среды, наверное, это важно. И дальше бороться с коронавирусом в Татарстане готовы 26 медучреждений, где для пациентов есть более 3000 коек, половина из которых с ИВЛ. Специальную подготовку прошли около 5000 врачей. Мы точно знаем, что система здравоохранения Республики Татарстан очень достойно встречает и встретила, и встречает этот такой очень серьезный вызов, и нам действительно непросто, нам сложно, но мы все вместе работаем. Еще одна тенденция: в республике во время пандемии люди стали более внимательно относиться к тому, что едят. Вырос спрос на натуральные продукты. Если люди предупреждены, если они себя вовремя хотя бы знают, как жить со своим желудочно-кишечным трактом, да, уже будет проще. Сейчас на это есть возможность. Как доложили представители Минсельхоза, в Татарстане в полной мере готовы удовлетворить потребность людей в здоровой пище. Наша республика производит с запасом всю эту продукцию, да, вот, и поэтому отношение людей именно к нашей продукции, к республиканской, оно, конечно, заметно повысилось. Как отмечают эксперты, ситуация с пандемией уже дала импульс, чтобы люди начали больше интересоваться своим здоровьем и вести здоровый образ жизни. В будущем это может стать правилом. Дмитрий Аринин, ТНВ, Казань. Показать знания, получить паспорт WorldSkills и возможность стать профессионалом. Несмотря на коронавирус, студенты татарстанских колледжей в этом году не остались без демонстрационных экзаменов. Кто-то сдает их очно, а кто-то не выходя из дома. Сегодня Сергей Хайдаров побывал на экзамене у молодых профессионалов. Здесь все как на настоящем уроке физкультуры, за исключением нескольких условностей. В роли школьников гоняют мяч и выполняют задания статисты, в роли учителя выпускник Казанского педагогического колледжа Юлиан Ашрапов. Эксперты следят за каждым его движением и словом. Такими качествами можно и овладеть авторитетом и лидерством и провести спокойный урок. Вот вы чем берете? Харизмой. Здесь экзамены одна за другой сдают будущие учителя младших классов, статисты играют роли пятиклашек, выполняют задания преподавателей и задают вопросы. За этим также наблюдают эксперты, у которых длинный список критериев. Узнаем с вами, какие окончания имеют имена прилагательные. Сидя в этом классе, чувствуешь себя как на настоящем школьном уроке. И учитель, очевидно, волнуется вдвойне, потому что, во-первых, он сдает экзамен, а во-вторых, его снимает телекамера. Несмотря на стресс, будущий учитель начальных классов Анна Рябцева держится уверенно, хотя рассказывает, что по условиям задания готовиться ей можно было только с помощью книг, никакого интернета. Думаю, что у меня все получилось. Наверное, сами видели. Такие очные экзамены требуются далеко не для всех специальностей. Большинство выпускников сдают его дистанционно, причем достаточно успешно. Положительный опыт Казанского колледжа уже перенимают и другие учебные заведения. Демонстрационные экзамены сдают и в Нижнекамском колледже нефтехимии и нефтепереработки. Здесь итоги обучения для себя подводят будущие лаборанты и сварщики. Ребята волнуются, тоже первый раз сдают. И плюс еще они 3 вида сварки сдают. Это не каждый может сдать. Всего из стен колледжа в этом году выпустят 19 лаборантов и 13 сварщиков. Сдавать экзамены они будут в течение 3 дней. Сергей Хайдаров, Александр Лобанов, Кирилл Давкаев и Фахри Исламов. ТНВ, Казань, Нижнекамск.
О чем молчат зрители? В Казани стартовала творческая лаборатория «Театр Горожан». Из 215 заявок со всей России участниками проекта стали только 25. Теперь архитектор, кардиолог, эколог, историк и преподаватели примерят на себя новую роль создателей спектакля. Обучение в онлайн-формате для них проводят мировые режиссеры, драматурги и художники. В июле команда начнет работу над собственной премьерой. Какой он «Театр Горожан»? Подробности у Натальи Мезиной. Афиши стоят на паузе, актерские труппы продолжают гастролировать по самоизоляции, а зрители задаются извечным вопросом: быть все-таки театру в это непростое время или не быть? Конечно, быть. Только теперь театр начинается не с вешалки. Правила диктуют сами горожане. Они уже взяли ситуацию в свои руки и начали создавать свои спектакли. Десяткам идей в проект «Театр Горожан» пришла и Гузалия Гимаддинова. Хоть своя профессия историка далека от театра, но говорит, что вдохновение можно черпать на каждом шагу. Например, даже в поездке на такси. Сегодня, когда я ехала на эту съемку, я ехала в такси и подумала, что таксисты — это отличные экскурсоводы, и они прекрасно знают город. И одна из идей такая появилась — «Театр Горожан» с таксистами. Таких самородков творческая лаборатория «Угол» отбирала по всей России, от Москвы до Ханты-Мансийска и Тюмени. Из 215 заявок шанс на обучение выпал только 25. Среди них Роман, кардиолог. И к театру у него свой личный подход, научный. В этом проекте я бы хотел выступить, наверное, как врач скорее, потому что за последний год в моем окружении несколько человек, которые умерли от сердечно-сосудистых заболеваний. И мне показалось, что театр может оказаться способом побудить людей к действию. 7 дней онлайн-мастер-классов от ведущих режиссеров, драматургов, актеров, художников со всего мира. Мы можем с помощью театра дать голос каким-то сообществам, каким-то проблемам, людям, не просто иллюстрировать пьесу на сцене, но поговорить о вещах, которые действительно важны городу. Общество может стать опасным, если мы не будем коммуницировать с людьми, с их правилами и страхами. Театр — это социальная практика, которая может обогатить его. Голос улиц не только услышат, но и реализуют. После первого этапа обучения участники проекта «Театр Горожан» получат возможность поставить спектакль на сцене города этим летом. Свою идею и сценарий может прислать любой желающий. В фонд «Живого города» отбор заявок начнется 10 июня. Наталья Мезина, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. На этом у нас все. До встречи. Я офтальмохирург клиники «Эксклюзив Плюс» Рустем Тальдаев. Уже 20 лет я помогаю людям избавиться от катаракт. Офтальмология «Эксклюзив Плюс». 279 70 70. Откукукала! Ухожу в телеотпуск на 3 года! За 0 рублей тебе доступны главные телеканалы страны, которые зрители по всей России смотрят в первую очередь. Рекомендация опытных телезрителей. Смотри, не переплачивай! Кондиционеры от Вестклимат. Акция. Рассрочка. Гарантия 5 лет. Установка на следующий день. 260 25 65. КПК «Агрорусь». Здесь ваши сбережения растут. Пайщикам до 9,9% годовых. Можно все проценты сразу. 550 82. Ну все! Мухам кранты! Пленных не брать! Кра от мух! Здравствуйте! В студии София Егорова. Поговорим о погоде в ближайшие несколько минут. Хотите новый шкаф-купе? Качественно, в срок, да еще и со скидкой 20%. Звоните в Данил Мастер 2 167 166 или приходите в Казань, Восстание 23. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлаха и Азнакаево будет облачно. Осадки не ожидается. Станет теплее, плюс 21-22 градуса. В Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге такая же ситуация. Облачно и плюс 22. В Агрызе, Менделеевске, Актаныши температура начнет повышаться, днем облачно, к вечеру небо очистится.
В Арске, Кукмаре и Балтаси облачно, пройдут дожди, днем до плюс 21. В Волгаре, Дрожжином и Буинске облачно, не обойдется без дождей. Но начнется постепенное потепление, плюс 20-21 градус. В Альметьевске, Чистополе и Мамадыше ожидаются дожди, днем до плюс 23. Спонсор показа – федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. Пациентов с жалобами на боль в спине часто направляют к хирургу. Мне уже удаляли грыжу позвоночника, и снова все повторяется. Направляют на операцию. Что делать? В медцентре «Доктор Ост» уникальный робот помогает вернуть искривленный позвоночник в норму. Грыжа начинает самостоятельно втягиваться на место, освобождая пережатые нерв и сосуды. Боль уходит, возвращается легкость движений. В Казани ожидается облачная погода. Осадки не прогнозируются. Ночью около 14 тепла, а днем до 22 градусов выше 0. Ветер восточный, умеренный. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 55%. Магнитное поле Земли спокойное. На этом наш выпуск завершен. До свидания.